Потом вы вернулись в Ленинград, и расскажите, как вы нашли людей, с которыми можно говорить об идише, с которыми можно говорить на идише, читать вместе что-то? И кто были эти люди? Ну, во-первых, нашел я таких людей, что называется, не скоро. Значит, потому что, как я вам сказал, в 1979 году я поступил в высшее учебное заведение, 5,5 лет я учился. И вот эти 5,5 лет, да, значит, я покупал Советиш Геймонт, выписывать я боялся. Значит, я покупал в киосках. И, в общем, на самом деле я боялся как-то вот, значит, делать что-то сверх этого. Но понятно, что мне как бы было мало журнала Советиш Геймонт. Я установил один контакт с активистами еврейского движения, который, как настоящий активист и отказник, работал оператором газовой котельной. И вот я приходил к нему в газовую котельную, и он мне давал всякие СБСДАТ и ТМСДАТ, какие-то, значит, журналы и книги, поступавшие из Израиля. Так что, значит, все-таки я читал не только Советиш Геймонт, но и какую-то самоздатскую и израильскую и еврейскую литературу. И, соответственно, я узнавал какие-то новости о том, что происходит в этой неофициальной подпольной еврейской жизни города. И, в общем, было на самом деле достаточно страшно, потому что ведь за эту подпольную деятельность людей сажали. Значит, где-то в как раз в тот период, по-моему, в 1983 году, если не ошибаюсь, посадили на несколько лет отказника Евгения Леина. Собственно, посадили совершенно ни за что, просто, значит, на подпольные лекции по еврейской культуре или на Пуримшпиле, значит, просто ворвались в квартиру милиции, КГБшники, значит, первого попавшегося человека схватили, значит, чтобы запугать всех остальных, и, значит, посадили на несколько лет. Вот. Уже чуть позже, значит, в 1985 году посадили преподавателя иврита Алика Зеличенко. В январе 1986 года посадили Владимира Лившица, на квартирах которого проходили вот подпольные лекции. Значит, то есть, в общем, было реально страшно. Вот этому своему приятелю, оператору газовой котельной, я звонил исключительно с телефона автомата, с своего домашнего телефона я звонить боялся. Вот. Так что было достаточно страшно, ну и потом мне было важно окончить свой институт и получить образование. Поэтому, в общем, я на самом деле до 1985 года сидел тише воды, ниже травы. Но, значит, читал, учил идиш, как-то пытался быть евреем в неком своем понимании.